Здравствуйте, это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших зрителей. Сегодня мы говорим о вакцинации в вузах на нашей экспертной площадке, где мы в ежедневном формате обсуждаем ситуацию с коронавирусом. Итак, решение о вакцинации в семье люди, как правило, принимают, почти не задумываясь, либо категорически за, либо категорически против. Но вот в коллективах это происходит то, что мы назвали семейными спорами. То есть, например, глава семьи или ректор, те самые гости, которые у нас сегодня в студии, в общем-то, уверен в необходимости защиты, но семья в большей части может быть и против. И вот может ли в этой ситуации глава семьи стукнуть кулаком по столу и сказать вакцинироваться, и должны ли младшие слушать старших? В общем, сегодня обсуждаем все это с нашими экспертами. Я очень рада, что сегодня в нашей студии замечательные гости. Замечательно, что согласились, и рада вас видеть. Рашид Курбангалиевич Низамов, доктор технических наук, профессор, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Хайрлы кеш. Хайрлы кеш, дуслар. Также сегодня с нами Алексей Станиславович Созинов, доктор медицинских наук, профессор, ректор Казанского государственного медицинского университета. Добрый вечер. Здравствуйте. Булат Ханафеевич Зинуров, проректор по административной работе и филиалам КНИТУ КАИ. Хайрлы кеш. Хайрлы кеш. Также с нами по скайпу сегодня Камаледин Нуридин Угли Бабахонов, вице-президент Лиги студентов Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. В общем, то, что тема вакцинации, похоже, важная, говорит тот статус гостей, который сегодня в студии, и что сегодня каждый ректор, в общем-то, в курсе этой темы, должен владеть этой темой. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. Можно задать свои вопросы нашим экспертам. Также в прямом эфире прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Ну, для начала, давайте, какая статистика по вакцинированным в вузах среди преподавателей, студентов вам сложнее всего? У остальных работодателей одна зона ответственности, это сотрудники, а у вас сотрудники и студенты. Вот ведется статистика, Алексей Станиславович? Безусловно, я уверен, что эта статистика, учет и контроль ведется во всех вузах Республики Татарстан. У нас консолидированное отношение к этому вопросу. Мы в рамках Совета ректоров обсуждаем это с регулярностью, принимаем такие консолидированные решения. Ну, понятно, что специфика разная, тем более за плечами у нас по времени период летних каникул, который был очень осложнен с точки зрения взаимодействия, каких-то таких плановых мероприятий масштабных в отношении обучающихся. Ну и преподаватели наши, они же были в отпусках, но, тем не менее, реестры вакцинированных ведутся везде. Если говорить о Казанском государственном медицинском университете, то в настоящее время среди преподавателей и сотрудников университета провакцинированных 58%, среди студентов, обучающихся, я имею в виду ординаторов, аспирантов, 42,4%. Это данные буквально на сегодняшний день. Мы это буквально сегодня обсуждали на заседании ученого совета. Опережает ли медицинский университет архитектурно-строительный? Наверное, сложно опередить медиков, но примерно те же самые цифры в нашем университете. Сегодня сотрудники вообще это около 61%, преподаватели 80%, студенты 35%. Но опять-таки, коллега сказал, это связано было с каникулами, поэтому примерно, наверное, в том же диапазоне. Ну, как всегда, впереди планеты всей, пуп земли, не буду говорить этой фразы, но как в КАИ. Ну, по сотрудникам у нас получше ситуация. У нас 73,4% с учетом всех филиалов наших. Ну, по студентам мы немного отстаем от наших коллег. 19,2% студентов у нас вакцинировано. Ну, сейчас вот учеба началась. В принципе, мы проводим с ними тоже разъяснительную работу, встречи с врачами. Значит, объясняем, что необходимо это сделать. Ну, и все это делается... Пока убедить, мотивировать. Убеждаем, да, делается добровольно. Я думаю, мы к октябрю, значит, эти цифры подтянем. Все-таки понимание есть, значит, поэтому... Но понимание даже не цифры подтянуть, да, в этой ситуации, нет, а понимание, нет, конечно, понимание того, что необходимо вакцинироваться. Студенты это тоже понимают. И поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. Но вообще ситуация с вузами была достаточно в мае, в июне там немножко странная. Вспоминаем КФУ, да, в этой ситуации сначала вроде бы объявили об обязательной вакцинации, потом отменили. Было ли что-то вот в ваших вузах подобное? Я, наверное, должен сказать, что мы одними из первых заявили о необходимости организации вакцинации. Это для студентов, для сотрудников, и мы эту работу успешно вели. Ну и тут нужно сказать, наверное, в данной фазе, что нужно и личным примером как-то
вот это показывали. В частности, я вот прошел первый этап вакцинации. Сегодня вот была у меня, можно сказать, что посвящена данной передаче, наверное, ревакцинация. Поздравляю. Да, спутником Лайт. Поэтому, когда руководители прививаются, студенчество, сотрудники тоже видят это. Я думаю, что это тоже способствует, в общем-то, успешному движению в этом направлении. То есть не распоряжение или указ Да, не распоряжение, о личным вакцинации, а примером, личный да, пример. да. Алексей Станиславович. Знаете, мне кажется, что вопрос, который сейчас вы задали с точки зрения вот ситуации, который вызвал определенный резонанс в общественности, студенты волновались, мамы с папами, Ну, писали да. письма. И Я до сих пор волнуются. получал такой вот запрос, там, а имеет ли право ректор вуза там, не допускать, применять санкции? Вы знаете, есть, на мой взгляд, вот, несколько ракурсов вообще взгляда на эту проблему. Есть политическая. Она высказана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Добровольно. Вакцинация является добровольной, репрессии невозможны, принудительность отсутствует. Эту же позицию придерживается президент Республики Татарстан Рустам Гаич Минниханов. Она правовая, она демократическая, она конституционная. Вторая сторона, если хотите, наверное, организационно-правовая, связана с тем, что в законодательстве Российской Федерации есть закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии и закон об иммунопрофилактике, допускает по предписанию и постановлению главного санитарного врача территории в определенных организациях или местностях вводить обязательные меры, направленные на предотвращение распространения инфекции. Звучит очень казенно. Да, но вот эти постановления, о которых получили многие организации, не только вузы же, и производственные предприятия, где есть случаи. И в этом случае главный санитарный врач имеет право потребовать определенных мероприятий. Но вот коллеги не дадут, мне соврать. В этих постановлениях написано, что в ВУЗе необходимо обеспечить проведение этих мероприятий, организовать вакцинацию преподавателей и сотрудников, и обучающих старше 18 лет, с определенными моментами. Мы это, безусловно, должны выполнять. При этом по отношению к работникам есть соответствующий подход со стороны Министерства труда. Допускается работодателям временное отстранение работающего без сохранения заработной платы до устранения нарушения. Либо на удаленку. Допускается. Если говорить про обучающихся, никто никого отчислить не может, но можно перевести либо на дистант, с использованием электронных форм обучения, и ввести определенный порядок, специфический допуска в здание, участие в мероприятиях, проведение экзаменов и так далее. Но самый главный пункт в этих постановлениях и в тех разъяснениях, которые мы все получили в законодательстве, что все это происходит с учетом конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации в местности и в интересах соблюдения здоровья и эпидемиологической безопасности. То есть решение каждый принимает сам, даже в каждом вузе. А уж тем более Татарстан, он может отличаться от Краснодарского края или Якутии. Но есть еще, я все-таки воспользуюсь, но есть еще же третья сторона. Есть нравственная сторона, культурная. И вот здесь уже просто хочется воспользоваться микрофоном и сказать, что, да, конечно, есть правовая сторона, но есть ответственность перед обществом, перед своими близкими, перед старшими людьми. Нет другого пути, кроме как вакцинации, для того, чтобы обезопасить всех, кто живет рядом с нами. И вот, наверное, это дает нам право все-таки рекомендовать, настоятельно требовать, мотивировать людей к тому, чтобы они вакцинировались. Очень интересная позиция, просто мы так понаблюдали. 9 августа российский Минобр рекомендовал перевести непривитых на удаленное обучение. На следующий день министр заявил, что нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Роспотребнадзор тогда сделал вид, что, в общем-то, постановления не было, и кто-то это дело придумал. Фактически Министерство образования России ничего не запрещает, как мы сейчас и говорили, то есть здесь никаких вариантов нет. На днях еще министр заявил, что будут следить за ущемлениями прав студентов. Но все-таки какими полномочиями, в конечном итоге, какие инструменты у вас в руках, чтобы ту самую нравственную, наверное, позицию, чтобы призвать к сознательности? Об этом мы поговорим сразу после рекламы. Не переключайтесь.
Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Продолжаем говорить о вакцинации в вузах. И вот мы задались вопросом, какие инструменты есть у ректора, чтобы убедить студента вакцинироваться в целях собственной защиты, извините меня, и педагогического состава вуза, в том числе, да, и своих однокурсников и так далее. Говорил уже Алексей Станиславович, какие меры могут быть крайние, да, то есть если эпидемиологическая ситуация выходит из-под контроля, это удаленка, дистанционка и так далее. Какие еще методы, Рашид Турганович? Ну, я, во-первых, хочу сказать, наверное, нужно сказать так, что руководитель, ректор должен пользоваться авторитетом в студенческой среде, студенты должны ему верить, и эта дружба должна быть такая постоянная во времени, не так вот от события до события, когда студенту нужно бывает. Поэтому это ежедневная работа. Но студенчество, и мы с себя вспомним, молодость, это все-таки вот такие какие-то настроения нигилистические, вот что-то сделать не так. Даже протестные скорее, да? Протестные. На зло маме отморожу уши, там, да? Не надели шапку, да. Что-то из этой серии. Но когда с ними, они же очень нормально, адекватные ребята, просто нужно говорить своим личным примером, опять-таки, вот сделал прививку, руководство сделало, приводим примеры, вот у нас был там, как бы, человек, который не очень хотел прививаться, вот он болел, его кололи, значит, и сейчас вот он устанавливается, то есть вот на примерах таких они видят, что лучше привиться, быть здоровым, чем вот так вот долго реанимироваться, и уже вот месяц прошел, человек все еще, так скажем, не в очень хорошем состоянии. Поэтому, это вот Алексей Славович очень профессионально, корректно сказал о всех этих этапах, и все очень четко и понятно. Вот, но вот такая, скажем, работа, вот убеждение, это, я считаю, тоже возможно и работает. Мы согласились с коллегами. То, что называется мягкой силой, в данном случае может дать результат не меньший, чем применение каких-то мер, которые будут кого-то, знаете, пугать. Не в этом же цель, в конце концов, кого-то напугать. Хорошо, смотрите, а при этом вот в США более 500 вузов сделали вакцинацию обязательной. Студентов не допустят к занятиям, непривитых. В Европе нигде такого нет. В Эмиратах все студенты обязаны. Вот сейчас мне хочется выслушать позицию вице-президента Лиги студентов Камаледдина. Много ли вопросов поступает от студентов? Какие самые частые вопросы? Беспокоятся ли об обязательности вакцинации? Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. Хотел сказать, что в Лигу студентов именно вот с начала вакцинации, с этой, так скажем, кампании вакцинации поступало множество вопросов. В основном они связаны с тем, что студенчество, то есть лидеры общественного мнения, в частности органы студенческого самоуправления, готовы оказать нам помощь в том, чтобы донести до студентов о необходимости вакцинирования. То есть жалоб как таковых у нас пока не поступало. Одна была жалоба из студентов КФУ, но, как вы уже проговорили, этот момент, то, что здесь отменили, да, обязательную вакцинацию. В основном, знаете, очень большая потребность в том, чтобы непосредственно сами студенты на местах рассказывали студентам же, своим товарищам, своим коллегам о том, к чему приводит невакцинирование, к чему приводит, или наоборот, к чему приводит вакцинирование. И здесь мы с коллегами постоянно на связи, то есть это наши основные источники органов студенческого самоуправления на местах, правкомы, студсоветы, с которыми мы работаем в теснейшей связи, да? Администрация, конечно же. И основные, конечно же, пожелания – это помощь вот в разъяснительной работе, в организационной структуре, каким образом это подать и как сделать так, чтобы студенту донести информацию. Не так, чтобы принуждать, а именно донести, что это необходимо, что это важно. Ну, все понятно, в общем-то, совпадает точки зрения, мнения и здесь. Но вот смотрите, у вас еще одна сложность, да, вакцинация иностранных студентов. Вот как там ведется, как этот учет ведется? У вас еще есть не то что частично обучающиеся, те, кто на грани отчисления, да, еще разные виды студентов существуют. Как вы их считаете, цыплят? Мы считаем. Ну, опять-таки, я здесь хочу сказать, что есть рекомендации, и мы, согласно, за счет наших вузовских средств начали вакцинировать иностранных студентов. Сегодня это около 50%. У нас это относительно небольшая цифра. Но, как мы вот были на встрече заместителя министра с Кучеренко Петром Александровичем, и он сказал, что, в принципе, уже готовится некая такая возможность для вакцинации уже на государственном уровне иностранных студентов.
А как у Дайте, вас, да, Алексей Булат Станиславович? Все верно, Булат Канафич? Да, У вас у как? нас 1235 иностранных студентов, из них вот 347 первокурсники. Вот, и сейчас они уже постепенно приезжают. Вот с 1 августа у нас приехало 149 студентов. Мы их сначала размещаем обсервацию на 3 дня, потом на 2-3 день они сдают ПЦР. ПЦР-тест? Если отрицательный, то значит мы их заселяем в общежитие. Вот, сейчас, значит, в обсервации у нас находится 13 студентов. Но на изолятор никого не перевели, все нормальные. Ну, а приезжают уже вакцинированные Да, иностранные студенты? вакцинированные Есть такие? тоже есть, да. Мы их учет ведем. По вакцинации, значит, ну, вот Рашид Курманганович уже сказал, в принципе, студенческая поликлиника готова всех вакцинировать. Мы организованно у себя тоже, наверное, в медпункте будем эту вакцинацию организовывать. Хорошо. Еще одно интересное мнение вашего коллеги, ректора Санкт-Петербургского университета профсоюзов Александра Записоцкого. Вот он заявил несколько буквально, по-моему, недель назад, что не намерен не выдавать дипломы отказавшимся от вакцинации. По мнению ректора, отказаться от прививки – это то же самое, что утверждать, что Земля стоит на 3 китах, а вокруг нее вращается Солнце. Я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом. Минобр считает, естественно, это недопустимым, да, но вот это ректору нисколько не мешает. Там, кстати, сейчас статистика: 85% привитых студентов и 76% студентов. Вот как бы в этой ситуации, может, не как коллеги, да, а как Ну, почему и как коллеги, и как люди. Я, может быть, соглашусь с коллегой с точки зрения оценки тех, кто отстаивает антивакцинальную позицию, но с точки зрения правовой, безусловно, те, кто отказался от прививки, выполнившие образовательную программу, сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускников, имеют полное право после завершения этой самой аттестации в течение 8 дней получить документ об образовании с квалификацией, и никто не может этому воспрепятствовать. Хорошо, но частично согласна. А да, с тем, это мы кто не говорим о той понимает самой вот культурно-нравственной части. А ну, есть да. правовая. Сейчас я еще предлагаю посмотреть на графику. У нас, значит, в республике есть 3 лидера и 3 аутсайдера. В Бавлах, в аграрном колледже сейчас нам покажут 100% вакцинированных. Очевидно, среди тех, кто подлежит. Так, вот у нас Бавлинский аграрный колледж. Далее у нас Нижнекамский индустриальный техникум 97,4 и Заинский политехнический колледж 96,8. Вот сегодня съемочная группа 7 дней Миша Любимов работали как раз в Бавлах, попали к директору Бавлинского аграрного колледжа. Давайте послушаем, как ему это удалось. Миш, слово тебе. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, уважаемые гости. Рядом с нами находится Венер Бафулович Шафиков, это директор Бавлинского аграрного колледжа, который сегодня удерживает первую позицию в Татарстане по уровню вакцинации 100%, как вы знаете. Ну, не 100%. Добрый вечер, Венер Бафулович. Добрый вечер. Почти 100%. Почти, да, 100%. Почти у нас. У нас, получается, одна преподаватель, значит, и в прежнем отпуске, 2 переболевшие, значит. 44 остаются, а остальные люди у нас, значит, вакцинированные. 44 человека заставить или принудить, или обязать, или уговорить. Как у вас Нет, получилось? здесь была проведена работа большая, значит, каждый день, каждую неделю, значит, мы никого фактически не принуждали. Это однозначно. Значит, работали как нужно делать, значит, беречь себя, своих близких от вируса, значит. Люди друг на друга смотрели, Да, смотрели, видели, что сложности были, конечно, но мы это пережили. ни у кого рога не выросли. Нет, нормально все, да, я считаю нормально, но этот вопрос закрыли. Венер Бафулович Шафиков, директор Бавлинского аграрного колледжа, с которым мы как раз обсудили сейчас вот именно тот момент, что мы не знаем, как работает коллективный иммунитет, пока не знаем, но во всяком случае этот колледж, это учебное заведение защищено на какой-то срок от того, что где-то что-то, какой-то преподаватель покинет эти стены хотя бы на какое-то недолгое время, учебный процесс будет продолжаться. Вот такие есть все-таки результаты, да, в среднем звене в образовании. Вот меньше всего привитых, сейчас нам покажут еще раз графику, в Институте социальных и гуманитарных знаний, в университете Иннополис и Российский исламский институт. Вот как вы думаете, почему аутсайдеры, в общем-то, казалось одной из самых продвинутых, либо как раз с нигилизмом там проблемы? Рашид Курбангалевич. Ну, Почему такая подборка вот получилась? я, как бы, вопрос больше, наверное, к медикам. Знаете, мне кажется, здесь уместно вспомнить
известную цитату: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, все несчастливые по-своему». Вот здесь все наоборот. Вот те, у кого высокий уровень, у кого так все хорошо, замечательно, я думаю, в каждом случае идут какие-то свои факторы. Вот из того, что сейчас мы услышали, мне кажется, вот этот руководитель, он вполне авторитетный человек, который сумел найти те слова, которые убедили свой коллектив. И коллектив небольшой. 44, да, а тут тысячи. Вот, небольшой. А когда мы говорим о тысячах, и вот если говорить о ИСГЗ, университет Иннополис, Российский исламский университет, в каждом случае где-то это, может быть, вещи, связанные с особенностями вот, религиозного миросознания, где-то, как Иннополис, это люди, которые склонны, знаете, к такому айтишному взгляду на мир, который очень интровертный, и который, наверное, ну, несколько отстранен от реалий существующих. В общем, и в этом случае тоже каждому руководителю надо искать свой способ выйти из положения. Хорошо, смотрите, учебный год, значит, в мае завершился, в мае, в июне, я уже тоже давно оканчивала институт, университет. Тогда штамм Дельта только набирал обороты, да, то есть мы заканчивали достаточно в спокойном, скажем так, режиме. Заметили ли вот так, когда вы заметили подъем заболеваемости, был ли он виден в вузах? Вот сейчас что происходит? Были ли студенты тяжело больные, вот прошлый учебный год, когда еще не Дельта, еще уханьский штамм у нас был, там, или британский чуть-чуть бродил. Статистика говорит, что в 2021 году студенты болели в 4 раза чаще. Вот как на вашей практике? Я, наверное, скажу, как всегда говорил и говорю, что вот видимых таких вот проявлений какой-то вот массовых заболеваний такого не было. Даже зимой вот у нас как был процент болеющих людей гриппом, там, да, эти те же самые, там, не знаю, в группе 3-2 человека, то же самое преподаватели. Вот такого не было. Наверное, это результат чего? От того, что все-таки старались соблюдать все те предписания, которые нам давали. Это и масочки, и дистант, и группу уменьшали в 2 раза, и, значит, мероприятия не проводили, и везде мы это вот все санировались бесконечно. Наверное, вот комплекс мероприятий. Поэтому я считаю, что вообще очень, так скажем, стандартно прошли. Это немножко даже настораживает. Вот сейчас немножечко так притупилась вот наша осторожность. И вот сейчас вот с коллегами обсудили, год начался, нам нужно снова... вирус не ушел никуда, об этом мы все знаем. Он стал опаснее, да. Помолодел, он мутирует там и прочее. А у людей некая эйфория такая. Поэтому сейчас предстоит более даже сложная работа нам. Студенчество мы ее уже начали, ведем. Потому что, опять-таки, нужно вернуться в режим файтинга, борьбы с этим проклятием. Булат Ханафеевич. Ну, у нас тоже, в принципе, такого, значит, всплеска и среди студентов, и среди пожилых не было. Ну, единичные случаи там заболеваний, особенно пожилых людей. А студенты легко переносили, они, ну, поболеют там несколько дней, и температура спадает, и они, в общем-то, ну, мы сейчас просто немножко с другим штаммом начинаем легко, да, переносили. Вот. А так, вот все те меры, которые мы и сейчас, в общем-то, с 1 сентября, мы круглый год его уже выполняем, и масочный режим, температурный контроль, и сразу, кто появляется, там температура появляется, сразу изолируем, вызываем врача, там, отправляем на скорую помощь или домой. В общем, вот эти меры, они, конечно, свое дело делают. Но другой вопрос, что эти люди попадают потом на улицу, там другие учреждения, магазины, клубы, там, рестораны или там транспорт. А там уже, конечно, народ у нас не совсем соблюдает вот эти все требования. Мы стараемся это соблюдать, а вот вне, конечно, там... Контролировать, естественно, это невозможно. Надо бы, чтобы и весь народ это дело понял. Хорошо, Алексей Станиславович, все-таки мы в связи с индийским штаммом Дельта предполагаем, что ситуация может ухудшиться среди молодежи, учитывая, что болеют молодые. Вы знаете, сейчас, наверное, есть смысл говорить уже не о предположениях, а о наблюдающихся тенденциях, связанных с тем, что клинические проявления заболевания регистрируются чаще у молодых людей, в том числе и людей вот, студенческого возраста, и тяжесть, соответственно, заболевания у них возрастает, поскольку это люди
репродуктивного возраста, здесь высокая угроза, связанная с беременностью или возможной беременностью. И когда говорят о том, что вакцина наносит ущерб репродуктивному здоровью, так все же наоборот. Вирус наносит ущерб репродуктивному здоровью. И те женщины, которые заболевают, будучи уже беременными, вот они очень большая проблема и для семьи, и для себя, и для здравоохранения. А нигде в мире никакие исследования, никакие Это не наблюдения не доказано. показывают. Я это говорю с надеждой, что нас все-таки смотрят, слушают и студенты, чтобы они услышали этот тезис. Нет влияния вакцины на деторождение. А вот у ковида есть. До конца программы минута и 20 секунд. Буквально такие итоги. Каких инструментов сегодня, как вам, как ректору, не хватает для того, чтобы, вот кроме убеждения, что вам еще нужно? Я не знаю, помощь Минобра, Роспотребнадзора, помощь студентов, что? Алексей Станиславович. Я вас удивлю. У нас есть все инструменты для того, чтобы работать и достигать цели. Другое дело, что это вопрос большой работы, содружественной, планомерной, который мы должны вести в ВУЗе. Ну, фактически И каждым из нормативно. тысяч. Да. В вашем коллективе. Хорошо, Я Павел. соглашусь с коллегой. У нас, нам, вузам, оказывается всесторонняя поддержка со стороны Министерства образования, это и финансовая, на ковидные все мероприятия. Нам разрешают проводить в различных формах обучения. Все есть. Нужно работать ежедневно, постоянно, чудес не бывает, поэтому все у нас есть, соглашусь с коллегой. Влад Андреевич? Большая организаторская работа, тем более сейчас учеба только начинается, со студентами, привлечением и врачей, авторитетных людей, для того, чтобы убеждать, чтобы вакцинация проходила, значит, повсеместно. Хорошо, я благодарю всех экспертов. Хочу сказать, что у нас сегодня в студии 100% коллективный иммунитет. Это была «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Увидимся с вами уже в понедельник в 20:00 и будем обсуждать вакцинацию в сфере услуг. Всего доброго, до свидания. Благодарю До всех. свидания. Спасибо.